Продолжается набор на летний бассейн. Отборочный этап в бесплатную школу цифровых технологий от Сбера. Школу 21 в Магасе на базе Академии цифрового развития. Жители разных уголков СКФО и не только в течение 26 дней будут погружаться в атмосферу реальной IT-компании. Осваивать язык программирования C, работать над проектами и развивать навыки командной работы. Бассейн – это шанс проверить свои силы и сделать первый шаг к успешной карьере в IT. Все это стало возможным в Ингушетии благодаря предпринимателю, меценату Микаилу Гуцериеву, группе «Сафмар» и поддержке главы Республики Ингушетия Махмуда Али Калиматова. Школа 21 в Магасе дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочный этап, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT и начать карьеру в перспективной индустрии. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия диплома. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом. Успешно прошедшие отборочный бассейн будут зачислены на основное обучение и смогут выбрать одно из 15 востребованных IT-направлений и освоить до 9 языков программирования. Среди тех, кто уже обучается, люди самых разных профессий. От медицины до искусства все стремятся в IT. О школе 21 я узнал от своих друзей и коллег. Они мне ее порекомендовали, сказали, там, в отличие от университета и колледжа, есть свободный график, и можно также выбирать свое направление. То есть тебе сверху никто не навязывает, у тебя нет определенных предметов и графика. Решающим фактором для меня стало то, что я в тот момент работал в школе учителем основ программирования, и я понимал, что мне не хватает, так сказать, знаний, и хотелось как-то дальше продвигаться. Поэтому, посмотрев и узнав, что в школе 21 есть как раз-таки Data Science, это ML, это искусственный интеллект, я решил перейти в Data Science и поступить в школу 21, и поступил на второй интенсив, так как хотел побольше информации узнать, и мне понравилось то, что я узнал в тот момент. В отличие от традиционных школ, университетов, в школе 21 у вас ежедневные проекты, каждый день новый проект. И из-за этого вы ежедневно практикуетесь. Теорию вы, естественно, учите, но в основном вы только практикуетесь, пишете код, и за счет этого быстрее развиваетесь. Также в школе 21 есть система peer-to-peer, то есть равный равному, что и служит основным, так скажем, двигателем прогресса для каждого. И повышает и софт-скиллы, и хард-скиллы. На данный момент я освоил C, также немного C++ и Python, а также еще и Docker. C и C++ мне помогают писать программы более быстрые, а Python я использую ежедневно для оптимизации своей работы. И также, так как я работаю сейчас в кардиологическом диспансере, я использую скрипты для того, чтобы быстрее работать и как-то оптимизировать свою работу. Если бы не школа 21, я бы не нашел эту работу, так как мне очень сильно помогли софт-скиллы, также мне карьерный центр помог подготовиться к собеседованию, мне наладили резюме, и за счет этого я смог выйти на работу. Также, когда я вышел на работу, они всячески дальше уточняют, спрашивают. Также я смог валидировать стажировку саму в школе 21, за счет чего у меня больше прогресс. Если вы хотите поступить в школу 21, первое, это, естественно, я бы очень рекомендовал сюда поступить, так как вы получите огромный опыт и много знакомств, то, что вы здесь получите. И второй момент, что бы я посоветовал на самом деле, это не сдаваться, идти до конца. В школе 21 полезно будет всем, так как, во-первых, вы освоите компьютер, во-вторых, вы сможете оптимизировать свою работу. Где бы вы ни работали в данный момент, это цифровой век, и вы сможете оптимизировать свою работу, где бы вы ни работали, будь это даже стройка или же просто школа, вы сможете ее оптимизировать, более наладить, как-то упростить свою работу, так как вы будете уже понимать, как работает компьютер, так как в школе 21 первый на интенсиве изучаете C, вы будете понимать, как работает компьютер, что делать и вообще, как вам легче упростить работу как для себя, может даже для коллег. Школа 21 популярна как среди студентов колледжа и вузов, так и опытных специалистов, желающих сменить профессию или получить дополнительное образование бесплатно. Иногородним участникам бассейна и основного обучения предоставляется бесплатное проживание в комфортабельных студиях смарт-отеля, который также является частью образовательного кластера Академии цифрового развития. Она создана при поддержке предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Здесь, в стенах школы 21 в Магасе, участники находят отличную возможность углубить свои знания и познакомиться с новыми технологиями, а гибкий график позволяет совмещать обучение с работой. До поступления в школу я в основном учился в нефтяном университете в Грозном, изучал различные направления, начиная от графического дизайна, также изучал разработку сайтов, пробовал себя в бизнес-анализе, различные направления, также учился в Москве год
отовсюду не получалось. Я приехал домой, в регион. Как раз в этот момент открыл школу 21. Я вначале был удивлен, я слышал до этого о школе 21, но это было странно, что такое у нас в регионе открывается. И я прям решил, что надо попробовать, и подал заявку. Я был одним из первых, кто подал заявку даже. Я начал изучать язык C, с основы языка C, а после прохождения на основу у всех одинаковый путь. То есть сейчас уже есть возможность на старте обучения у перов выбрать направление. То есть раньше, когда на основном обучении был у меня был только один путь, это проекты на языке C, и потом я мог выбрать DevOps или другое направление. То есть сейчас, попав на основу, человек может выбрать направление, которое ему более интересно. По крайней мере, он может попробовать различные направления. Это DevOps, кибербезопасность, или если ему интересно программирование, он может продолжить программировать. Или если ему не интересно программирование совсем, то есть максимально гуманитарные направления, это бизнес и системный анализ, где программирование не нужно совсем. Сделав проекты по C, обязательные проекты, у меня открылась ветка DevOps. Начав выполнять проекты, я понял, что мне нравится автоматизация и постоянное изучение новых технологий, то, что прям требуется в направлении DevOps. Раньше я думал, что DevOps — это то же самое, что системный администратор, просто работа с сервером. Повыполняв проекты в школе 21, я понял, что DevOps — это гораздо больше, это автоматизация, развертывание. Это оказалось намного глубже, чем я представлял себе. И мне это прям зацепило, то, что нужно знать много. Для кого-то это может быть минус, а для меня это прям огромный плюс. Даже если вы думаете, что это не для вас, и вам кажется, что у вас не получится, во всяком случае вы получите бесценный опыт, кучу знакомств, и как минимум вы уйдете с пониманием того, нужно ли вам это или нет. Из истории участников основного обучения становится ясно, отсутствие базовых знаний в IT не проблема, и бояться уж точно не стоит. Многие участники бассейна, которые приходят без опыта, уже через месяц пишут код и даже становятся тимлидами. Ребята учатся друг у друга, развивая не только hard skills, но и важные для IT-сферы soft skills. Бесплатная школа 21 от Сбера предлагает уникальный подход к обучению без лекций и оценок, основанный на методике равный равному. И как показывает практика, эта методика близка по душе многим участникам основного обучения. Я получила больше знаний в сфере IT, я получила какие-то знания по C-языку, например, разработке каких-то задач, решение каких-то сложных задач. Также я открыла для себя такое направление, как Data Science. Это работа с базами данных, кстати, очень интересное направление, в котором я нашла себя. И также я, например, заинтересована, возможно, в инфобезе, но это после того, как я полностью углублюсь в Data Science. Освоенные навыки помогают мне дальше развиваться в этой сфере и понимание того, что я все-таки могу себя показать в дальнейшем как профессионал. Школа 21 — это возможность начать все с нуля, открыть для себя новые возможности, найти себя в обществе, прокачать даже, если и не эти навыки, то хотя бы свои софт-скиллы. И я считаю, что это возможность, которую не стоит упускать. Вот. И, кстати, приглашаю на отборочный летний бассейн до 19 июня. Подавайте заявки, будем ждать. Кто-то видит в них педагогов, журналистов, блогеров, экологов, инженеров, искусствоведов или юристов. Тут можно встретить и врачей. От стетоскопа к программному коду, меняющие свою жизнь кардинальным образом и которые стали настоящими IT-специалистами в выбранном направлении. Все они когда-то реализовали свой шанс на светлое будущее, придя на отборочный бассейн. Не упустите эту возможность и вы. Следующий отборочный этап стартует уже 23 июня. Заявку можно подать до 19 числа на сайте школы 21. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.